Сейчас мы находимся в Еланке. Ну, это село Еланка. Я являюсь руководителем дачного некоммерческого товарищества село Еланка. Ну и также представляю, фактически, можно сказать, всех жителей нашего села. Мы находимся сейчас вот в деревне, на, можно так сказать, нашем историческом месте. Здесь у нас проводятся событийные мероприятия. Это День Еланки. Как мы видим, ну и вот часовня. Часовня стоит там в память о наших предках, которые уходили с нашей деревни Еланка в годы Первой мировой войны, в годы Второй мировой войны и в годы, получается, советской власти, когда вот была в 1917 году. Вот. То есть здесь родственники проживают уже на протяжении более 200 лет, то есть это потомки ямщиков. Но почему мы здесь сегодня собрались? Мы уже, жители Еланки, можно сказать, бьемся на протяжении 5 лет по поводу земельных участков. И вот 2 года назад ситуация еще более усугубилась. Вот в настоящее время мы стоим уже, можно так сказать, на земельные участки, которые находятся в собственности. Притом вот этот земельный участок, где проводятся ежегодные культурно-массовые мероприятия, он был оформлен в 2019 году в течение фактически 3 месяцев в собственность. Согласно требованиям земельного законодательства, в собственность фактически земельный участок без постройки оформить невозможно. Но тем не менее, если посмотреть на вот этот земельный участок, мы видим о том, что здесь построек нет. Нету построек, да? Да. Оно не относится. Это прилегающий земельный участок. А здесь фактически нет. А вот это, да. И вот этот земельный участок, где стоит постройка, он как раз находится в аренде. То есть для того, чтобы... Ни одной постройки, вот мы для наглядности покажем, здесь нету. Вот только дом, но это другое. Это он уже не относится к участку. Да, это уже там дом в аренде находится, и вот сейчас вот как раз собственник оформляет этот дом в собственность, и в дальнейшем он оформит земельный участок, наверное, в собственность. Но самое интересное, как земельный участок без собственности, без, можно сказать, строения попал в собственность. Притом об этом люди и жители села Еланка узнали только увидев колышки, когда начали вбивать здесь неизвестные люди. В прошлом году там вот, если посмотреть, появились 4 бревна, которым сначала не придали значения. Видимо, это была постройка, на основании которой кто-то умудрился оформить этот земельный участок в собственность. Почему мы за него боремся? Потому что мы считаем о том, что это место должно исторически сохраниться, и чтобы здесь фактически всегда проводились мероприятия. Тем более, если посмотреть, это вот фактически здесь открывается прекрасный вид на реку, и если этот земельный участок отдать, то деревня утеряет фактически свое лицо. Оно станет принадлежать одному частному лицу, да? Да, но мы сейчас дойдем до еще подворья и дойдем до ее земельного участка, откуда фактически она и начала, так скажем, экспансию. Так, значит, этот участок на сегодняшний день, ранее, вернее, он был... Его здесь никто никогда не оформлял, потому что всегда жители села Еланка думали о том, что здесь историческое место, которое трогать нельзя. А вот эта сцена? Она появилась уже где-то лет 7 назад, но это сделали, чтобы тут, как я говорил, День Еланки проводят. Культурно-массовое мероприятие, здесь выступают ямщицкие ансамбли. Это проходит каждую первую субботу июля месяц, каждого года. То есть место традиционно никому не принадлежало? Никому не принадлежало. Так как все считали, что здесь стоит часовня, это священное место, которое трогать нельзя. А чем чревато то, что у этого общедоступной земли, скажем так, общей территории, появится конкретный собственник? Тогда жители Еланки утеряют единственное место, где они могут проводить вот эти событийные мероприятия. И второе смущает, как быстро это произошло. Да? Второе смущает, как быстро это произошло и каким образом он уже оформлен в собственность. А он был сформирован? Он не был сформирован, он сформировался только в 2019 году, и в 2019 году же оформлен был в собственность. Угу. То есть возмущает само тот факт, что как быстро это было сделано, и то, что это сделано было в нарушении, не знаю, всех возможных норм земельного законодательства.
счет вот этого земельного участка бились на протяжении 3 лет и пытались сделать изменения в генеральный план. Встречались с администрацией Хангаласского района. Администрация Хангаласского района даже выделила 50 тысяч рублей на изменение внесения в генплан. И вынесение вот этого, где сейчас вот Хатывык оформил земельный участок собственность, чтобы это была культурно-рекреационная зона, которая не подлежит выдаче. Но между тем, почему-то у нас обрезается там, где возле часовни, а тот земельный участок, который вот где сцена была, оно уходит в Хатывык в собственность. Что очень как бы странно. И наводит на какие-то не очень хорошие мысли о том, что действительно какая-то коррупционная связующая здесь есть. Ну, то есть, в чем тогда самый главный риск? Сегодняшний день коренные жители... Коренные жители, да, без села Яланка могут потерять свои исконные земли. Именно... Ну, не исконные земли, скажем так. Сейчас, получается, раздаются земли без учета местных жителей. Притом те земли, которые, ну, считаются неприкосновенными у местных жителей. Скажем так. Да, может быть, местные жители своевременно не оформили, но эта работа была администрации района, чтобы сохранить или объяснить жителям, чтобы выделить их. Либо это можно было сделать при формировании генерального плана. Генеральный план мы пытались внести изменения, но в этот, опять же, нас не услышали. То есть администрация, она просто не учла интересов местных жителей. Наоборот, когда местные жители говорят, что здесь земельный участок свободен, и мы боимся за его сохранность, мы узнаем о том, что через месяц этот земельный участок кому-то дают собственность. Вот так и получается. Поэтому мы очень сильно возмущены, и просто получается ни о чем лучше не говорить. Также вот за этим подворьем, который вот привеска была, тоже сказали: Министерство предпринимательства, прирежьте этот земельный участок к вашей государственной собственности, чтобы не потерять как бы ценность данного музея. Через месяц Хатывык оформляет его свою прирезку. Но делаем выводы. Учитывая то, что нам предстоят в апреле, по предварительным данным, выборы главы Хангаласского района, можно ли считать вот данное видео обращением к одному из главных кандидатов на пост главы Федору Михайловичу Борисову? Да, мы просим Федора Михайловича разобраться в этой ситуации. Сколько земельных участков Хатывык получила в собственность за 2 года на территории села Иланка, и каким образом она это получила? И учитывались ли интересы села Иланка, жителей села Иланка при выдаче этих земельных участков, когда разрабатывался генеральный план села Иланка? Ну, то есть это учитывая то, что Федор Михайлович является в сегодняшний день не только кандидатом основным, но еще и исполняющим обязанности главы администрации Хангаласского района. То есть он однозначно должен быть в курсе этой ситуации. Естественно. Сейчас мы находимся в музее Ямщицкое подворье. Этот объект появился в 2005 году. С тех пор фактически он находится в бесхозном состоянии. Но вот все экспонаты, которые здесь находятся в данном музее, эти все экспонаты собирались по всей деревне. То есть это экспонаты всех жителей, которые здесь жили, их дедов и прадедов. Кстати, с нашего дома тоже здесь есть экспонаты. Жители очень беспокоятся за сохранность музея, хотят, чтобы он развивался, все-таки попал в чьи-то руки. Поэтому также мы просим все-таки принять меры и как-то восстановить музей или определить ему хозяина. Ну, если на крайней мере, то жители Иланки сами могут оформить его хотя бы, не знаю, на договоре аренды, чтобы за ним можно было следить и как-то ухаживать. Потому что музей фактически приходит в упадок. А на чем баланс он сейчас находится? На балансе он сейчас находится, на балансе, получается, РИКа, Республиканская инвестиционная компания. Республиканская инвестиционная компания уже 3-й год должна была передать его в администрацию района, чтобы администрация района могла провести хотя бы какой-то аукцион, либо тендер, чтобы передать его кому-нибудь в пользование. Но так как музейная деятельность она не приносит прибыли, видать, эта деятельность она до сих пор и никак не может продвинуться. Чем чревато? Вот что мы видим, потому что в музее нет
Ну, фактически находится. Ну, фактически, да. Просто мы уже имеем готовый объект туристический, который можно было бы развивать и развивать туризм как в селе Еланка. Тем более, если мы говорим о развитии туризма и направлении на Ленские столбы, а говорим о развитии туризма в части Ямского тракта, то вот есть объект, который сейчас теряет с каждым годом свою ценность и уникальность. Вот этот бы объект, и наоборот, надо было развивать, вкладываться и в дальнейшем случае, потому что вот мы занимаемся здесь туризмом, людям интересно, люди приходят, иностранцы сюда приходят, иностранцам тоже очень интересно. Но мы почему-то не можем приумножить этот объект. Наоборот, он у нас находится в бесхозном состоянии, сюда заходит кто захочет, выбивают тут замки, ломают, залазят, некоторые экспонаты утаскивают люди. Поэтому в таком достаточно плачевном, ну, местные жители за ним следят и стараются его сохранить. Поэтому вот ключи гоняем отсюда непонятных туристов, которые тут лазят, и наоборот проводим экскурсии по возможности. То есть просьба взять его, передать на баланс администрации. Администрация, в свою очередь, может быть, выставить на аукцион, да? Да, и мы, как местные жители, готовы тоже его взять в аренду и уже заняться, чтобы за ним можно было следить и развивать. Потому что, ну, тут уже ставни упали, ворота обветшали, фактически вот земельный участок, который там сзади находится, его уже забрали в прирезку к этому участку. Ну, то есть вот это вот, все то, что мы наблюдаем, это говорит в целом о том, что в декларации о развитии туризма это одно, да? Ну вот как памятник развития туризма можно вот посмотреть. Это вот в свое время был генеральный план развития села Еланка и Ямщицкого подворья села Еланка, который должен был включать первый, это получается сам музей. Дальше там, где вот мы были, должна была быть построена сцена. И выше там должны были быть построены кемпинговые отели. И вот за музеем тоже должен был быть построен отель. Можно было бы развивать в этом направлении, но, к сожалению, с тех пор музей находится в бесхозном состоянии, а земельные участки выдаются вот тем способом, который мы вот сейчас сказали. То есть мы наблюдаем, что музей бесхозный, а земля кругом... Да, то есть даже если появятся денежные средства, чтобы восстановить вот этот объект, либо развивать его дальше, мы его развить не сможем, потому что земельные участки уже отданы непонятно каким людям. Выходили в прошлом году, писали заявление, было проведено даже депутатское расследование по Хатылык, но, как мы видим, единственное, что нам отписали, обращайтесь в суд. То есть никаких реальных действий, кроме отписки и обращения в суд, нам фактически здесь не было предпринято. Но, тем не менее, мы сейчас собираем и готовим исковое заявление, будем проводить сход, подпишем и будем подавать коллективное исковое заявление, ну, раз власть у нас бездействует. Нормально должно было быть так. Если вы делаете генеральный план, вы учитываете мнение местных жителей села Еланка. Местные жители и мы выразили, и несколько раз написали обращения, письма написали о том, что необходимо внести изменения в генеральный план. Это было услышано, но опять не было доделано. Вы смотрели фильм «Левиафан»? Ну, аллегорически. Можно ли сравнить ситуацию, которая была в фильме «Левиафан» с тем, что происходит сейчас в Еланке? Фактически церковь у нас стоит, земли отбираются. Возможно, можно провести такую аллегорию. Надеюсь, только никто не сопьется и в тюрьму не посадит. И мы почти с этих где-то 2005-2006 года уже начали туризмом заниматься. Я сам мастер спорта по туризму экстремальному. И жена как окончила, мы приехали тут, и еще дедовский дом старый сняли пока, и начали туристов сюда на отдых возить. Моя мать с ямщицкой семьи, она ямщику почту тут гоняла тоже. Отец тут председателем колхоза, после самые тяжелые времена председателем колхоза работал. В 1942 году он под Сталинградом ранение получил, в 1943 году мобилизовали. Я по направлению училища Омска кончил, по северам работал, за полярным кругом, Батыгае, Верхоянском. Отработал там, почти до пенсии отработал. Потом вот приехал в родную деревню и начал туризмом заниматься. Так как я экстремал-турист, вот решил туризм тут развивать. Вот как только подворье построили, тут мать еще живая была здесь. Вот она тут дом, она показала мне вот место вот это. Тут вообще деревня пустая была, старые дома только были. И вот мы как туризмом начали заниматься, тут деревня сразу возродилась, ажиотаж пошел. Я потом
лодку купил и начал возить туристов на Ленинские столбы. И вот с тех пор мы занимаемся вот туризмом с женой. Вот именно вы база отдыха, да? Да, базу отдыха сделали здесь. Но сколько министров поменялось, никакой помощи так нету. Вот. По развитию туризма. Вот мы занимаемся, постоянно живем здесь. Я потом прописался, сделал КФХ. Тоже туризмом одним тут ничего не заработаешь же, поэтому вот приходится, решил вот крестьянским фермерским хозяйством заняться. Ну, чтоб коров. Зима долгая, туристов нету. Вот крестьянское фермерское хозяйство организовал. Хотел 2 года в гранте участвовал, мне даже не подпустили близко к этому гранту. Грант не получил, но сам вот уже в Якутске коров привез в Вена-Батантая, так как я там, последняя работа у меня в Вена-Батантае была. И оттуда якутский коров привез. Тут Саргалана местная якутскими коровами, говорит, заниматься будет в Виланке. И говорит, только чисто якутские коровы, чтобы были здесь. Первый раз вот в аренду я заявление подал, еще тут Григорьев был. Это уже, наверное, лет 10, наверное, назад. Тут уже министры поменялись. 2 министра, уже Песковская, потом тут приезжала и команду дала землестроителю оформить ему землю. И вот тогда еще не оформили. Потом пришел... Вот после Песковской вот только оформили, землестроитель поменялся, и вот мне оформили эту землю. И тут пораздали землю, это кому пораздали неизвестно, вот тут вся земля розданная, вот тут вся. И все, земли нету здесь ни одной. Все роздано. Кому роздано, ничего не понятно. Один землестроитель сбежал, потому что он там один участок на 3 человека выдавал даже. А смотрите, сегодня вот аукцион был, да? Да, вот сегодня в аукционе участвовал. Вот там взял, вот оформил я. Мне оформляли 2 года вот эту землю, чтобы собственность я оформил. Дом построил, разрешение с архитектуры брал, чтобы построить этот дом, чтобы туризмом заниматься там. И вот оформил я, эту землю взял и хотел вот немножко в аренду взять участок. И участок там вокруг этого, там, потому что кладбище наших предков. Там туристы приезжают прямо на кладбище, палатки строят, костры жгут. Вот я хотел вот это, вокруг этого своего участка взять в аренду, и чтобы там порядок навести, чтобы такого не было. И столько мусора бросают. Потом на территорию ходят, мою частную, туалет, там все эти туристы, очередь там стоит прямо. Ну вот такой туризм. Я думаю, вот, решил вот взять вот это вот там вокруг своего участка, чтобы огородиться от этих туристов, чтобы им там построить нормальные условия, сделать, чтобы приезжали, отдыхали, туалеты поставить там палаточные места организовать, чтобы культурно все было, чтобы мусор не бросали, там все вот этот порядок навести. Потому что после этого туризма там дикого, там столько мусора мы каждый год убираем. И потом смотрим, я как-то смотрю, там колышки стоят везде. Вот я думаю, что за колышки? Потом раз зашли в интернет, там посмотрели, вот гектары нам не давали здесь вообще. Мы просили гектары, вот местные, сколько гектар просили, сказали, что здесь нельзя землю давать, там за дорогой туда, в поселке нельзя давать. А потом оказалось, что в какой-то момент разрешили, и тут понахватали землю все вот. Гектары понахватали, а потом узнаем, тут вот эта хозяйка, которая купила у дядьки дом. 10 участков оформила собственность. Это за 1 год. Как она оформила, ничего не построив, а вот взяла, оформила, и все перегородила, дорогу там не перегородила, оно уже вот участки. И кто им выдает вот эти участки? Когда вот мне одну землю, вот, чтобы внизу получить, там оформлял целых 10 лет, чтобы туризмом заниматься. Вот извините, они вам скажут, но сегодня был аукцион. Да, вот я в аукцион, вот это вот вокруг своего участка хотел, чтобы порядок навести. В аукционе участвовал. Они прекрасно меня знают. А власти не пошли навстречу мне, дали какой-то неизвестный, вот, который оформили 10 участков в собственность. Я не знаю, каким способом она оформляет. За год она 10 участков оформила в собственность. Никакой постройки нету. А вот местным жителям, которые прописаны, вот, например, я здесь уже сколько лет, 15 лет работаю, и вот такие условия ставят, там, бегаешь 2 года, чтобы оформить землю в собственность. Вот сверху начинается, вот тут вот береговая линия еще, и вон туда. Так, вот мы поехали, да? Да, вот мы приехали, это вот наш домик, который мы сдаем в аренду, то есть туристическая база. Вот он находится, да? Вот земельный участок находился от нашего участка и вон до конца вот этой горы. Почему вот этой горы? Потому что на этой горе живут, ну, вот все наши родственники. И как бы поэтому мы хотели сохранить берег, чтобы можно было спокойно пользоваться, ну и попутно развивать туризм.
А вот этот участок, она получается... Да, получается, мы сформировали участок для нее, который хотели сохранить. Теперь его судьба, к сожалению, будет неизвестна. И, кстати, вот этот наверх, получается, опять же, мы перегородили. Вот этот участок оформлял, вот поставил дом, чтобы туристы отдыхали. Здесь Культурно все. Все оборудовано. Здесь можно было Да. человеку наоборот, да? Да, конечно. Создать условия, чтобы он дальше работал. Потому что я местный здесь, живу, здесь прописан, работаю. У меня как бы агротуризм еще, я вот хотел дальше агротуризм развивать, там, чтобы туристы пили свежее молоко, сметану кушали, творог, вот мы готовим. И они с удовольствием берут, туристы, которые приезжают ко мне, все это покупают у меня. Если они поменяют назначение, это же только нужно желание, поменяют назначение, выделят ее под живую застройку, то есть если здесь береговая зона, сейчас вроде бы как нельзя охрана, то переведут ее в живую застройку, значит уже можно будет, и можно будет нарезать на земельные участки и потом распродавать. И здесь уже будет просто... Да, поэтому людям и не жалко потратить 50 тысяч, когда они знают, здесь можно нарезать около 20 участков. И продать их. И продать их по 300-400 тысяч. Пожалуйста, скажут, вот домик, смотрите, какая красота. Вот вы тут можете построить. Вон, тут не затапливается, вон деревья стоят, и все. Ага, то есть это не для туризма, скажем так, а Это не для туризма, да, а для извлечения выгоды.